это ориентация страны на индустриализацию. С другой стороны, хай-тек, который все равно звучит в этой скульптуре, будем называть ее скульптурой, это скорее всего, наверное, такой художественный объект. Возродить различные непригодные детали, представить свои мысли на суд зрителя под силу не каждому художнику. Пропустить все это через свои мысли и довести их до интеллектуального уровня – это большое дело. Все эти произведения Зулкайнара показывают нам его художником, придерживающимся принципов концептуального искусства и необходимости быть интеллектуальной личностью. Это новое искусство новой эпохи, рожденное на основе философии, связанной с постмодернистской теорией. Разумеется, у этого искусства имеются свои задачи, свои методы и приемы. Как раньше, зритель, стоя перед произведением, не думает, с какой целью оно написано, какая мысль в нем заключена, какая символика здесь присутствует. Произведение Зулкайнара. Его монументальные труды, привлекающие всеобщее внимание, очень масштабны, а их образы обладают энергетической силой. Благодаря таким особым произведениям Зулкайнар Кожамкулов, как смелый художник, художник-новатор, вносит в казахское изобразительное искусство свой достойный вклад.